У памятника миротворцам на набережной Махаджиров вновь многолюдно. Минута молчания в память о тех, кто помогал сохранить мир на абхазской земле. За годы миротворческой операции в нашей стране погибли 117 российских солдат и офицеров. Грузино-абхазская война, начавшаяся в августе 92-го, принесла много горя и потерь абхазскому народу. И несмотря на подписание в 94 году соглашения о прекращении огня и разъединении сил, сложная ситуация на границе с Грузией сохранялась вплоть до 2008 года. В первую очередь потому, что условие о выводе грузинских войск из Кадорского ущелья не было выполнено. Планировалось, что сопровождать войска во время вывода будут представители миротворческих сил СНГ и наблюдатели ООН. Одновременно с этим требовалось организовать регулярное патрулирование территории. Абхазская армия осуществляла охрану рубежей Абхазии, однако была необходима поддержка миротворцев. Грузины, контролируя территорию ущелья, периодически брали в заложники военных наблюдателей ООН, а позже с появлением боевиков под командованием Гелаева ситуация обострилась в разы. Грузия не раз нарушала пункты договора, проводила диверсии. В результате погибали и получали ранения как военнослужащие, так и мирные жители. Российские миротворцы оставались на своих базах до тех пор, пока одна из сторон не высказалась за прекращение миротворческой операции. А случилось это после событий августа 2008 года в Южной Осетии, когда Грузия начала бомбить мирный Цхинвал. Тогда Тбилиси не дал своего согласия на продление мандата миротворческой операции. Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена с 1 сентября 2008 года. С 1994-го российские миротворцы успешно справлялись со всеми поставленными задачами. Это предотвращение, возобновление военных действий, оказание гуманитарной помощи, пресечение действий террористических и диверсионных формирований. Российская миротворческая операция, проведенная в соответствии с Московским соглашением о прекращении огня и разъединении сил, стала переломным моментом в истории Абхазии и заложила прочный фундамент для дальнейшего суверенного развития. Сегодня стратегическое партнерство и традиционная дружба между нашими народами только крепнут. Абхазия остается надежным союзником России, поддерживая ее в проведении специальной военной операции с первых дней. От имени абхазского народа хочу выразить искреннюю признательность российским миротворцам и их семьям за неоценимый вклад в обеспечении мира на нашей земле. Желаю им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в их благородном деле. Миротворцы принесли в Абхазию мир на долгие годы. Их героизм народ республики не забудет никогда. Они провели большую работу по воспрепятствованию вооруженного столкновения, разминированию, предоставлению помощи местному населению. Для местных жителей, проживающих на территории вокруг постов миротворцев, они стали спасителями. Их дислокация – островками стабильности и безопасности. Нередки были случаи, когда перед ротацией личного состава жители сел писали письма командующего КСПМ с просьбой оставить начальника или военнослужащих того или иного миротворческого поста. Подобные факты свидетельствуют о том, что российские воины с честью выполнили свою благородную миссию и в полной мере соответствовали высокому званию миротворца. С момента провозглашения независимости Абхазии до ее признания Россией в качестве независимого государства миротворческий контингент был важнейшей преградой на пути агрессоров, диверсантов и зачастую просто отъявленных бандитов. Вечная память погибшим миротворцам, здоровья и благополучия ветеранам коллективных сил по поддержанию мира. Слова благодарности вам, Аслан Георгиевич, и всем нашим абхазским союзникам за сохранение памяти о российских миротворцах. В очень непростых условиях приходилось военнослужащим смешанных сил выполнять свою миротворческую миссию. Но они делали все возможное, чтобы она была успешной, и ни на миг не забывали, что от их профессионализма, твердости и настойчивости во многом зависит мирная жизнь в республике. 14-летний опыт пребывания миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта подтвердил: миротворчество является и будет оставаться востребованной силой, и миллионы людей во всем мире будут возлагать на солдат с голубыми нашивками на рукаве надежды прекращения кровавых конфликтов и возвращения к мирной нормальной жизни.
памяти абхазского народа навсегда будут жить имена миротворцев, ценой жизни отстоявших мир и покой наших граждан. Они, по сути, были камнем преткновения для Грузии в осуществлении планов покорения Абхазии. Российские миротворцы были беспристрастными и объективными. На протяжении выполнения своей миссии они успешно справлялись с поставленными задачами. И хотя миротворческая миссия прекращена согласно договору между Абхазией и Россией, в республике продолжают нести службу российские военнослужащие. Гугу Савардания, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение.